بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». И про этот аят мы говорили, то есть из книги шейха Мухаммада Аль-Амина Шинкити рахимахуллах. И также мы упомянули, что есть 10 вопросов или же 10 вещей касательно этого аята. И как сказал сам шейх, вот эти 10 вопросов, вокруг которых крутится весь этот мир. И мы упомянули некоторые из них. Первое – это было единобожие. Второе – это было наставление верующего для себя, а также для других верующих людей. Третье же – это была разница между поклонением, которое принимает Аллах Азза ва Джаль, и которым он не принимает. Четвертое же – это было правление не по закону Аллаха Азза ва Джаль. Пятое – это было положение общества мусульман среди других обществ. И сегодня мы упомянем шестое. Шестое – это аль-иктисад, то есть экономика. Почему экономика? Потому что, как мы знаем, экономика – это из повседневной жизни верующего человека в этом мире. И поэтому, когда Аллах Азза ва Джаль сказал нам в этом аяте, что Он усовершенствовал для нас нашу религию, то есть мы должны понимать, что эта религия включает в себя все аспекты нашей жизни, в том числе и экономику. И поэтому Аллах Азза ва Джаль в Коране ясно указал нам на основы, к которым возвращаются все ответвления этой экономики. То есть Аллах Азза ва Джаль в Коране указал на основу экономики, то есть к которым возвращаются уже другие остальные вопросы касательно экономики. И поэтому мы должны понимать, что вопросы экономики, они возвращаются к двум основам. Первая основа – это правильное понимание зарабатывания имущества или же капитала. Второе же – это правильное понимание в расходовании этого имущества. То есть, когда Аллах Азза ва Джаль дал верующему человеку имущество, он также должен знать, как правильно он должен расходовать вот это имущество. И посмотрите же, как Аллах Азза ва Джаль открыл дорогу в своей книге, то есть в Коране, как он открыл дорогу для зарабатывания капитала, то есть причинами, которые соответствуют благородству и религии верующего человека. То есть Аллах Азза ва Джаль нам открыл дорогу, как мы должны зарабатывать наш капитал или же наше имущество, чтобы это также соответствовало нашей религии и нашему благородству, то есть чтобы мы сохранили наше благородство и мужество. И также Аллах Азза ва Джаль осветил нам дорогу к этому. И Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Расходитесь по земле в поисках выгодных сделок и земного удела, говорит Аллах Азза ва Джаль. То есть, когда вы уже совершите свой намаз именно в день пятницы, когда вы закончите пятничный намаз, расходитесь по земле в поисках выгодных сделок и земного удела, говорит Всевышний Аллах. То есть в этом аяте Аллах Азза ва Джаль указывает нам, что мы после того, как выполнили то, что возложил на нас Аллах Азза ва Джаль из обязательных поклонений, то есть после этого нам остается время, Аллах Азза ва Джаль дает нам время, дает нам дорогу, чтобы мы зарабатывали себе на пропитание или же чтобы улучшить экономику. То есть эти вопросы также касаются
всего государства, также вопросы государства. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. В этом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль после того, как указал, что есть некоторые люди, которые не могут каждую целую ночь выстаивать ночные намазы. И Аллах Азза ва Джаль, когда делал упрощение пророку, алейхиссалату вассалям, упрощал ему, то есть сделал ему легким вот это поклонение, Всевышний Аллах также указал причину на это, что и Аллах Азза ва Джаль говорит: Он знает, что среди вас будут больные, что одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха Азза ва Джаль. То есть в этом аяте Всевышний указал, что есть некоторые люди, верующие, которые странствуют по земле, чтобы найти милость Аллаха, имеется в виду имущество свое. И поэтому Аллах Азза ва Джаль сделал облегчение для верующих людей, то есть именно в ночных молитвах. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Илля ан такуна тиджаратан ан тарадин минкум». Аллах Азза ва Джаль в этом аяте, или же до этого аята, когда сказал: «О те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой незаконно». То есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте в начале, в первую очередь, указал нам о недозволенности пожирать имущество между собой незаконно. И после этого Всевышний Аллах говорит: а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. То есть эта торговля должна быть именно по обоюдному согласию. И также Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране: «Ахаллаллаху аль-бай'a». Всевышний Аллах дозволил вам, Всевышний Аллах Азза ва Джаль дозволил вам вот торговлю, говорит Аллах Азза ва Джаль. И когда иудеи сказали, что торговля иннамаль бай'у мисля риба, когда они сказали, что торговля подобна риба, это те деньги, которые берутся под проценты, да? То есть они сказали, что вот это процентные, то, что дается или же берется под процентно из денег, оно подобно к бай'у, то есть это продаже, купли-продаже. Аллах Азза ва Джаль указал, что они лгут, и сказал: «Ахаллаллаху аль-бай'а ва харрама риба». Аллах Азза ва Джаль дозволил вам вот эту куплю-продажу и сделал харамом риба. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Факулю мимма ганимтум халялян тайиба». Ешьте же то, что вы захватили у неверующих, как трофеи в борьбе на пути Аллаха Азза ва Джаль. То есть трофеи, которые мы забираем у неверующих людей в сражении, это также является одним из путей заработка имущества, заработка капитала. И поэтому мы должны понимать, что Аллах Азза ва Джаль в этих аятах указал нам на основы экономики. И после этого, как мы знаем, исходя из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а также высказываний ученых, мы уже находим остальные вопросы, когда мы возвращаемся к религии Аллаха Азза ва Джаль. И посмотрите же, как Аллах Азза ва Джаль приказывает в расходовании вот этой экономики, расходовании того капитала, который мы заработали. Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит: «Валя тадж'аль ядака маглулатан иля унукика, валя табсутха кулляль баст». Всевышний Аллах говорит: не позволяй своей руке быть прикованной к шее и не раскрывай ее во всю длину, говорит Аллах Азза ва Джаль. То есть смысл этого аята, чтобы Аллах говорит: не будь чересчур скупым и также не будь чересчур расточительным, говорит Аллах Азза ва Джаль. То, что ты зарабатываешь, когда ты даешь на садака, чтобы не будь, говорит Аллах Азза ва Джаль, чересчур скупым. Или же, например, в том, что ты должен давать на пропитание своей семье и так далее, своим близким.
То есть не будь в этих делах, говорит Аллах Азза ва Джаль, чересчур скупым, и также не будь чересчур расточительным, говорит Всевышний Аллах. То есть в этом аяте Всевышний указывает на основу расходования имущества. Также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал, Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Валладзина иза анфаку лам юсрифу валам яктуру ва кана байна залика кавама». Аллах говорит, когда они делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями. То есть в этом аяте Аллах Азза ва Джаль говорит, что мы в расходовании имущества должны соблюдать середину. Нельзя быть чересчур скупым, и также нельзя быть чересчур расточительным, то есть нельзя излишествовать. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал, Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ». Они спрашивают у тебя, что же они будут расходовать. Ты скажи им, чтобы они расходовали то есть Аллах Азза ва Джаль им дал, чтобы также здесь не было чрезмерства именно в расточительстве, и также чтобы не скупился. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал, то есть Аллах Азза ва Джаль указывая сказал: «Фасаюнфикунаха сумма такуну алейхим хасратан сумма юглабун». То есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте, запрещая чрезмерствование имущества, говорит: воистину, то есть в начале этого аята Всевышний Аллах сказал: воистину неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед затем они будут повержены, говорит Аллах Азза ва Джаль. То есть также в этот аят указывает, что расходование имущества с недозволенной стороны, или же, например, на харамное, если человек расходует свое имущество в харамном, например, если он покупает из своего имущества недозволенные вещи, или же расходует на это, то это в итоге он будет сожалеть об этом. То есть из этих аятов мы понимаем, что является основой экономики. Аллах указал нам в этих аятах, как мы должны зарабатывать, и то есть указал нам на основы, как мы должны зарабатывать, и на основу, как мы должны расходовать. И как мы знаем, вот эти аяты касательно нашей экономики, также есть много аятов и хадисов, где Аллах Азза ва Джаль приказывает верующим людям, чтобы они отдавали закат от своего имущества. Закат, который очистит ихнее остальное имущество или же ихний остальной капитал. И как Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Худ мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха». Аллах Азза ва Джаль в этом аяте говорит: бери из их имущества пожертвования, то есть закат, чтобы ими очистить и возвысить их. То есть закат, как мы знаем, это один из 5 столпов ислама, и является это обязательным для верующего человека, у которого есть имущество, из которого он должен, то есть столько имущества, из которого он должен отдавать закат, отдавать милостыню именно в качестве заката. И Аллах Азза ва Джаль, то есть в этом аяте Аллах Азза ва Джаль указывает нам, то есть Всевышний Аллах Азза ва Джаль повелел, то есть посланнику саллаллаху алейхи вассалям и всем тем, кто продолжает начатое им делать, то есть посланнику, если это повелел Аллах Азза ва Джаль посланнику, значит это и для нас касается. Касается этот аят и нас. И Аллах говорит, чтобы повелел в этом аяте, чтобы посланник саллаллаху алейхи вассалям взимал с мусульман обязательный закат, который очищает их от грехов и порочного нрава. И вместе с этим помогает им усовершенствовать свою веру. То есть именно закат улучшает нравственность. Закат улучшает нравственный облик верующего человека. Это также приближает их к праведным деяниям и увеличивает их вознаграждение при жизни на земле. То есть при жизни на земле и после смерти. И после смерти также это способствует. Также вот этот, когда верующий человек
отдает вот этот закат, это способствует к приумножению их имущества или же их богатства. То есть в этом нет разногласия среди ученых, это то, что сказали ученые нашей уммы. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Маталу аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи каматали хаббатин أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم». Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит: притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло 7 колосьев. То есть, когда человек сажает одно зерно, из этого зерна вырастает сколько? Из него вырастает 7 колосьев. То есть Аллах приводит в качестве притчи, в качестве примера для верующего человека, который расходует на пути Аллаха, пример вот этого зерна. Когда ты его сажаешь, из этого зерна вырастает 7 колосьев. И в каждом колосе по 100 зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. И Аллах Азза ва Джаль говорит: Аллах объемлющий, знающий. И Аллах Азза ва Джаль говорит: тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, им уготована награда у Аллаха Азза ва Джаль. Они не познают страха и не будут опечалены. То есть эти аяты также, после того, как Аллах Азза ва Джаль приказал верующим людям, чтобы они выплачивали закат, то есть, как мы знаем, это тоже касается экономики мусульман. И когда Аллах Азза ва Джаль приказал верующим людям, чтобы они выплачивали закат, Он указал на то, что может исходить от этого, то есть на все пользы, которые исходят от заката, которые выплачивают верующие люди. Аллах Азза ва Джаль посредством именно заката или же посредством другого садака увеличивает капитал верующего человека. И как пришло в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: тот, кто будет давать садака, то есть в этом хадисе имеется в виду любое пожертвование на пути Аллаха Азза ва Джаль. То есть как мы до этого вот аята, которые мы говорили, они касаются именно заката, обязательного выплаты заката, то есть своего имущества. А также, как мы знаем, есть садака, обычная садака, то есть любое пожертвование, которое является сунной. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: тот, кто даст в качестве пожертвования что-либо, даже наподобие одного финика, ну, это имеется в виду из имущества, которое он заработал чистым трудом, то есть без харама, то Аллах Азза ва Джаль примет у него, это примет и сделать его больше, и увеличить его вот этот удел, то есть даже если если он сделает садака на пути Аллаха Азза ва Джаль, пожертвование на пути Аллаха Азза ва Джаль, подобно всего лишь финику, Аллах Азза ва Джаль у него примет его и увеличит его награду, до такой степени, что эта его награда вырастет, как целая гора. То есть до такой степени Аллах Азза ва Джаль оказал свою милость верующим людям, которые жертвуют на пути Аллаха Азза ва Джаль свое имущество. И как мы знаем, это все является из экономики верующих людей. И поэтому верующие люди должны понимать, что мы должны в первую очередь следовать, то есть в любых вопросах, в любых аспектах нашей жизни следовать Корану и Сунне, возвращаться к нашей религии. Любой вопрос касательно этого мира, касательно вечного мира, мы должны возвращаться к нашей религии и должны понимать, что Аллах Азза ва Джаль указал нам на путь, указал нам на на разрешение любой проблемы в этой жизни. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.